Привет. Привет, привет. Я вот починила вроде стрим, да, в прошлый раз. И теперь у меня все время почему-то после этого запускается стрим, трансляция с какой-то небольшой задержкой. Ну, в 20 секунд. Что за бред? Что не понос, то золотуха. Ушла другая проблема, наступила новая. Я не знаю, что теперь с этой проблемой делать. Вот уйдите. Не вижу. Нет, нет, ты не будешь здесь лежать. И нигде еще на столе. Ой. Ну, это, наверное, не так страшно, да? С такой небольшой задержкой. И да, и сообщения еще получать буду, блин, вот так вот. Я там что-то другое уже говорю, а в чате пишут то, что я говорила недавно, вот 30 лет тому назад. Кстати, региональный директор наконец-то сегодня уехала. Можно вздохнуть с облегчением. Сегодня был последний день вместе с ней. Я, конечно, думала, что будет вообще прям капец. Ну, хоть она с нами была не неделю, как она вот неделю была в Якутске. Хотя бы вот 3 дня нормально. И то почти в зал не выходила, чтобы там на нас не смотреть. Вроде как старалась более к людям подходить, чтобы делать вид, что я все знаю, все могу. Ну все, поехали играться. Отметь. А потом как-нибудь вместе отметим. Я вот это все проверяла уже. Настройки я там тоже все подкорректировала вроде. Надеюсь, будет все работать хорошо. Меня слышно нормально? Я надеюсь, не слишком громко. Айзек. Ну что ж, начинаем новую игру со средней сложностью. Вторую часть Dead Space. Всем приятного просмотра. Все, кто сейчас смотрит и будет потом смотреть.
Боеприпасы и сохранение здоровья являются ключом к выживанию. Ловкость рук здесь определенно необходима. А что на легкой? Враги слабы, приложив усилия, вы сможете выжить. Для игроков ветеранов Dead Space боеприпасы и здоровье менее обильны, а враги более смертоносны. О, здесь нереальное уже есть. Невозможное потом только будет доступно. Боеприпасов и здоровья очень мало, а враги крайне жестоки. А я что-то на Black Tail подсела, второй раз прохожу, зацепила игра. Ну, вровень с игрой. На каплю громче. Ой. Ну, если что, потише тогда сделаю игру. Если будет прям сильно орать. Я не представляю, что меня ждет. Айзек, ты там? Прием, Айзек. Это кто? О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе Нет, позже. все в порядке. Нормально. Он У говорит! тебя дела. Хорошо. Он умеет Ты был говорить! прав, Айзек. Ишимура изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. А кто это? Девушка его? Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? А, это Николь. Айзек. Понятно. Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Ну тут Николь какая-то не очень. Итак, вы рассказывали В первой мне о части своих она была более кошмарах, симпатична. в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да, Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видение, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Какой целым, блин? Единым. Читать не умеет, что ли? Айзек. Айзек, вы слышите меня? У него что, он сон внутри сна? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Айзека Только осторожно. Кларка. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо, спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Чё? Слушай, все очень-очень плохо. Чё так быстро? О, ужас. О, боже мой. А мне надо что-то делать? Франко, что случилось? Господи. Айзек! Айзек Кларк! Ой, ё. Слышишь меня? Беги! Ой, куда? Куда? Ой, блин. Куда бежать?
А куда бежать-то, блин? Привет. Как начало? Ну вот, умерли. Не туда побежали. Ой, блядь, сука! Ой, 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 куда бежать-то? Я не понимаю. Ой, что? А, я, кажется, играла во вторую часть. У подружки. Походу, я обосралась вторую часть. Блять, сука. Что, можно сохраниться? Вау! В бессмертном состоянии. Хорошо. А, ничего, и никаких хилок, ничего нету, да? Ой, блин, какое хорошее начало у нас. Ужас какой-то. Капец. В смысле огонь? Постоял такой, посмотрел. Жизнь какая-то. Что так? Уж. Говорит директор Тейман. Всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не учение, Тейман. Конец сообщения. Куда идти? Я не понимаю. Как плохо без оружия. Почему он как этот какой-то, как сумасшедший? Стросс. Сеанс 158. Итак, Что это? сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Стросс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Стросс. Сеанс 158. Это повторяю, да? Итак, Говорит директор Тейман. Всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. А где это мы сейчас находимся? Сука! Ты чего, мужик? пациент 4, я помню тебя. Тейнман сказал, что все ключевые объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. А, блядь, сука. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Твой Икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их.
А если бы у меня не было бы красного? Давай же, забирай. Мне они больше не понадобятся. Это что? Айзек, мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Всё, пошли. А что это? Это резак или что это? Фонарик какой-то? Я не понимаю. Ой, Кларк! господи. Айзек Кларк, это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Дейна Что происходит? или У тебя Диана? редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде-7. Хочешь, я Откуда расскажу ты тебе, что знаешь? такое Откуда безумие? ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, Айзек такой пиздец. разговорчивый стал. Иди по моему маршруту. Ёлки-палки. Ой, ёлки-палки. Нажмите, удерживайте Б. А. Ага, хорошо. Ну, короче, все то же самое, понятно. Ой. Меня эти вашими колясками из Silent Hill еще не напугаешь. Что? А, вот этот типа имели в виду. Что тут мешает? Да, походу это была, блин, чувствительность меня бесит. А, я все равно маленькая. Во. Только теперь резко стало, резко дерзко. О! Так, тут закрыто. Что-то мне это не нравится, слушай. Что это за оружие такое? Это плазменный резак такой? Да? Ну, хоть эта игра нормально пошла у меня. Ничего вроде не лагает. Кадры вроде нормально, да? Тут ничего нету. Ай-яй-яй-яй. Живот болит. Ой-ой-ой, что такое? Что за черт? Какого хрена? О, боже мой. Ой, блин, что за хрень? Вы меня, конечно, извините.
Но я на это не подписывался. Многим вторая часть больше нравится. Ну да, хорошо сделали. Я, кажется, вспомнила. Да, я, походу, запустила вторую часть у Айзек, что подруги. случилось? Ты в порядке? Почему ты мне помогаешь? Если Деймон обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. Нравится, не нравится. Соси, моя красавица. Что это? Прицельтесь. А, все понятно. О. Эй, блядь! Ну что-то как-то быстро убиваются, слушайте. Что еще есть? Оказывается, это не оружие, это фонарик, блин. Блядь, сука. Сука, блядь. Сука. Эвакуация. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим X. О, спасибо. А, можно же на Q реально нажимать. Блин, я первую часть играла, все не могла пользоваться быстрыми клавишами. На тап все время нажимала. Эвакуация. Что делать? Оружие! Блять, сука, что делать? У меня оружия же нету. Блять, как? Кого? Ой, блять, мимо, сука. Стой. А что деньги мне даете? Дайте мне оружие, блин. Чем я этими вашими деньгами что сделаю? Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь Куда? со своим X. Куда? Блин, палки. 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 Верный друг. Идет эвакуация. Ага, Для поиска хорошо. ближайшего Я уже это выхода знаю. сверьтесь со своим X. Что надо? А, точно. А, теперь вот так, да, контейнеры выглядят? Хорошо. Хорошо. Эвакуация. Идет эвакуация. Чё? Мне надо трупы теперь бить? Выхода сверьтесь со своим X. Кто-нибудь слышит меня? Куда все подевались? О, патроны я подобрала только что. Бога ради, кто-нибудь, помогите мне! Почему я не сплю? Мужик, помоги мне! Бля, да помоги же мне! А, ага.
Сейчас. Вы не врач? Успокойся. Сейчас Я я тебя инженер. освобожу. Это тканевый лазер. Плазменный резак. А, вот оно. Сейчас будет. Сейчас будет. Возьми. Давай. Молодец. Да. О, красава. Иди сюда. Ну все, ребята, держитесь. Заебал. Где патроны? Гнида. Это что? Патроны? Патроны. Так, а там что? Подожди-ка. Что еще есть? Закрыто у нас. Это не нужно. Это что? Не нужно, да? Так, все. Вот тут еще вот эти подсвечиваются. Неудобно. Кажется, как будто что-то лежит. Это Дейна. Расчленяй этих тварей. Только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Знаю, у меня большой опыт. Жалко, с этих трупов не выпадает ничего. Так, что есть? Ничего нету. Жесткий он какой-то тут. А когда нам костюм дадут? Я хочу уже новый костюм. Иди, сука. Выходи, сука. Ой, блядь, ты скотина такая, блин, а? Сдохни, тварь, блин. Ты тоже сдохни. На, сука. Что здесь? А нам куда? Нам сюда. Нам сюда? Ага, а там что? Так, тут аптечка. Закрыто. Спасибо. Говорят, зарядить оружие. Нажмите R. Учат нас. Жесткий мужик.
Наши пациенты стали раздражительны и агрессивны. Побочный результат действия супрессоров памяти. Они не помнят, кто мы такие. Каждое утро приходится уговаривать их покинуть свои палаты. Многие настолько напуганы, что приходится давать им успокоительное, чтобы доставить до комнаты допроса. Санитара Гусетиса уже трижды укусил пациент номер 6, которому теперь приходится каждый день объяснять, почему у него сломана челюсть. А откуда мы пришли? Мы пришли отсюда, да? Айзек! Айзек, быстрее! Они гонятся за нами! Что? Кто? Да. Гонится за нами? Кто? Почему я должен бежать к тебе? Почему эта коляска не физическая? Кто? Тын, 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 тын. А там без разницы было оттуда или отсюда спускаться? Айзек, сюда! Помнишь меня? Пациент 5! Я пациент 5! Не помнишь? Твой план ни хрена не сработал. Двери Я заблокировались. сказала, поторопись. Ты что, не слышал? Слушай, я и без тебя обойдусь. Отлично, посмотрим, сколько ты продержишься. Заебись. О! Неправда. Что? Ты. О! Он сас. Он перезаряжается во время бега. Ура! Этого так не хватало в первой части. Да, блядь, сука. Есть место, откуда вы не появляетесь, твари? Да ты, блядь, сдохни. Сдохнешь сегодня, нет. Все, что ли? Дейна! А я сижу, чаи гоняю, смотрю, как ты кирпичный завод открыла. А я пивко пью и ем гречку с чипсами. Гречку с чипсами? Дейна! Ладно. Ты права, мне нужна твоя помощь. Ответь! Послушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Еще бы звук такой был. Ладно. Как А это? где я, черт побери? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Силовой узел подобрала. Тейман глушит мой сигнал. Как это так? Откуда? Откуда я взяла силовой узел? Куда мне надо? Сейчас я там посмотрю, что там есть. Что тут есть? Так, я ничего не пропустила. А я откуда пришла? О! Отчет санитара УСС 1138. Пациентка номер 3 опять обгадилась в кровати. Она продолжает рисовать изображение чего-то похожего на обелиск всем, что упадет ей в руки, в том числе собственными фекалиями.
Дрожь в руках достигла момента, когда она не способна самостоятельно есть, пить, пользоваться самблоком. Ее перспективы не поддаются предсказанию. Конец сообщения. А, я отсюда пришла. А у меня есть аптечка? А, есть, оказывается. Ничего себе, сколько у меня аптечек. Ладно, идем. Что-то вообще прям такой этот. Прям ух-ух-ух-ух. Беспокойство растет. Регистратуре. Пожалуйста, направляйте всех пациентов с жалобами на чувство тревоги или проблемами с психикой в другие госпитали, станции. У нас закончились свободные койко-места и практически исчерпан запас препаратов эмоциональной коррекции. Последняя волна увольнений и рост напряженности между юнитологами и комитетом, конечно, привели к всплеску числа пациентов, но у поступающих сейчас больных совершенно другая симптоматика. Доктор Брайан Алперс, отделение психологии. Ой, туда нажал. Так, все. А что с них ничего не бывает? Сидят. Так, сохранёшка. Хранение. Интересно, сколько здесь глав? За сколько игра проходится часов? Наверное, чуть дольше, чем первая часть. Стой. А, мне надо туда? А это что такое? Это надо нажать? Медленно вращайте, пока не появится голубая точка, и нажмите. Ау. Ой, блядь, сука! Чё? Это что такое? А чё так быстро-то? А чё он так быстро? Обычно медленно же бывает это. В какую сторону мне надо? Блин, в обратную. Так, еще раз. Давай быстрее, Айзек. Ну потом покрасуешься. Да, блядь, да что за херня? А, я же могу его сама этого. Блин, я тупа. Я же могу его сама тоже, блин. Чё я туплю? Не знаю, зачем я постоянно этот труп. Блин, уже начало, и я уже туплю. Страшно. Нажмите С, когда уровень стазиса низкий. В смысле нажать С? Так, стазисный кокон. Заменяем тахионный узел. Размагничена катушка излучателя
откалиброванные вилки Гейзенберга и индукционные катушки все еще работают. Разнобой. Начал тест целостности матрицы, сообщил диспетчеру об отмене следующего ордера. На эту работу уйдет весь день. Ой, блин, не туда нажала. Привет, лечу домой, чтобы посмотреть топ-игру. Привет, привет. Хорошо, давай. Лети. У нас тут такое начало. Прям энергичное. Ты чё? А-а-а! Тихо. У меня Сири мне отвечает. Открыть аварийный. Что это такое? А-а-а! Что это? Там еще кто-то плюется кислотой? Гара. У нас новые монстры. Они придумали каких-то кислотных монстров. Что-то как-то это грубо. На! На! Тихо. А, это просто труп. Начало очень жесткое. Ой, это что такое? У меня обновилось. Сколько это? Начало жестче, чем в первой части, конечно. Какого хрена? О, блин. А где этот Little... Ой. Little star. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder how you are. Председатель Донован. Это доктор Брукс. Я неоднократно уже говорил об этом, но вынужден повториться. Мне не нравится та атмосфера секретности, которой окружены новые лаборатории психиатрического отделения. Прошло 3 года, а у нас нет и намека на то, что происходит. Подобная секретность неуместна в открытом и свободном сообществе. Их компьютерные сети настолько изолированы, что мы даже не знаем, существуют ли эти сети, не говоря уже о том, чтобы убедиться, что никто не совершает неэтичных действий прямо под нашим носом. Если в ближайшее время мы не получим разъяснений, я обращусь напрямую к Дейдману и потребую провести тщательный пересмотр подобной политики. Доктор Брукс, конец сообщения. Опять не туда. Куда нажимаю сегодня? Так много силовых узлов. Прям подарки какие-то. А что, у нас тут дети, что ли, есть? Ух ты, мышка, что такая огромная? Что там? А, дверь, что ли? Я прям сквозь этот стену на дверь захожу. Мне куда? Мне туда, да? Откуда я пришла?
А, я пришла с другой стороны. Последний отчет. Ситуация с напарником решена. Цель 0 ожидает, и я выступаю. Хвала Альтману. Что? Используется кислород, огнеопасно, не курить. Внимание, взрывоопасно. Внимание, разгерметизация. Это что там, город какой-то такой, как будто бы? А что делать? Стрелять. Повреждение корпуса устранено. Инженер! Господи, как это все запомнить теперь? Столько всего понапридумывали. Но звуки оставили прежние. Что за звуки? Ща как... О, магазин! Так, что у нас тут? Добро пожаловать в Майкростор, инженер CEC Айзек Кларк. Переключаемся на инженерный интерфейс CEC. Нет соединения с сервером ИА. Приобретение дополнительных материалов может быть невозможно в данный момент. Господи. Вот это вот, что я и говорю, скатились. Все опять все строится на вот этих платном контенте, все вот эта херня, блин, пошла. Sims тоже весь платный, блин. Это предметы, которые вы несете в данный момент. Вы можете продать ненужные предметы, либо положить их в сейф, чтобы освободить место в рюкзаке. Понятно. Что у нас есть? Ну, все нужное, в принципе. Ой! Не туда нажали. А чё, а как покупать тогда чё? Все-таки я могу, да? А это что такое? Перекрашенный плазменный резак. Инструмент для резки породы, ранее бывший в употреблении и отремонтированный силами. Основной огонь. Это что такое? А в чем разница? А это что? Плазменный резак. Перекрашенный плазменный резак. А что он стоит? А, он 0 стоит? Костюм! Ща будет костюм. Заходите. Как эпично. Ну, хорош, конечно. Ну все, мы молодцы. Что, у нас получается два оружия одинаковых? В чем разница? О, как круто, можно переключать вот так вот. Ай, как удобно. Уай, как хорошо. Слушайте. О, это старый этот. Ой, старый. Погоди-ка. А какой из них старый? А, вот этот старый. А это новый.
Так, а там не было, да, вот это... Тут же будет этот... верстак. Да? Тут же будет верстак. А как мне тут? Я не знаю, как тут переключать между вот рюкзак и там вот это вот как. Какая кнопка-то? А чё, а зачем мне это? Мы же уже все читали. Да? Мы же все читали? Ой, блин. О, нет! Зона вакуума. Ой, озвучка дурацкая. В первой части было лучше. Там голос был покрасивее. Зона нормального давления. Всему персоналу немедленно прибыть к эвакуационным кораблям в соответствии с установленным графиком. Бэм, какая? Ну, какова красота. Куда мне надо? А, да? А тут... А это что? Это ничего не надо? О. О, блин. Ну что за хрень? Блядь, это что такое, а? Ой, блядь. Я, блядь, сука. Фак. Чё это? Чё это было, блин? Она сейчас только что все это выплюнула. О, блядь, сука. Тварь, а. Господи, ну и злобная была тварь. Дейна, я выбрался из госпиталя. Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды-7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он хватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты Ломали можешь это корабль. исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция. Шевелись. И она меня тоже предаст. Она тоже без меня уедет куда-нибудь там загорать. Скажет, ну все, Айзек, давай, ББ. Спасибо, что помог. Ну я так как-нибудь без тебя. Так, все вроде. Туда же надо, да, правильно. Тихо, 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 тихо. Что, прям бегаем так? Я думала, это узел силовой лежит, а это скотч. Здесь что? Денежки. Что еще?
4-я кружка чая за день. Что это надо толкать? Блин, что так резко-то? А мы тут стрелять не можем, да? И драться не можем. Ну, хорошо. Просто можем пугаться, наверное. Говорит Соренсон из CVC. Отсекайте им конечности. Это О, верстак. единственный способ остановить тварей. Конечности — их слабое место. Связь не работает, так что передайте эти слова всем, кого встретите. Так, верстак. Пять узлов у нас. Естественно, мы сначала прокачиваем костюм. Вот это надо тоже обязательно. Все пока. Что есть? Положить. Новое. О, лазерный пистолет. А зачем мы вообще купили этот, а? В чем вообще... Я не... Ладно, не знаю зачем. Ну ладно, он был все равно бесплатным. Пусть. Я не знаю, в чем их разница. В чем их разница? Скажите мне, пожалуйста. Зачем я их ношу 2? Какой лучше, старый или новый? Вообще, зачем я старый взяла? А можно сохранение? Ты чё так бежишь, блин? Чумачечи. Совсем уже. Ой. Стекло разбили. Он как будто какой-то слабый. Вот этот, который новый. Или мне кажется. А, он бежал быстро, потому что это... всё. Понятно. Расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Внимание! Говорит директор Тейман. Общая тревога по станции. Капец, первая глава как длится долго. Сколько уже? А, нет, недолго, час только. Кажется, как будто долго. А у меня уже все потрачено. Ну ладно. А я могу купить, пойдемте купить. Или я не могу купить? А я могу купить или я не могу купить? Силовой узел. Вы не помните? А, нет, шутка, не могу. А я не могу его купить. Почему? Вот это будет лол. Значит, они будут очень в ограниченном количестве. У меня этот обновляется. Слушайте, стазис. Блин, живот болит. Что такое? Что такое? Ой, блядь, сука! Тварь!
Один раз, блин, стоило посмотреть в сторону. И тут бежит, блин, какой-то идиот. А вот и силовой узел. Ты-ты-ты-ты. Нет, рюкзак полон. Нет, пойду. Отложу. Расстрел на месте. Это не учение. Блин, надо что-то отложить. Сегодня, наверное, недолго будем сидеть. Сейчас вот это пройдем, первую главу. Потому что у меня живот болит что-то вообще прям. Продать. Переместить. Давайте я вот этот старый перемещу. Что-то он мне не очень нравится. Ну как-то... Ой, старый говорю. Новый который. Говорит директор А старый лучше оставлю. Общая тревога Все. за мародерство расстрел на месте. Обратно. Не учение. Немедленно следуйте к ближайшему. Cool shit. Что там было доступно? О! Я теперь могу покупать силовой узел? Круто. А, я же могу оружие купить. Подожди-ка. Я, наверное, вас достала. Сейчас. Лазерный пистолет, широкоугольный излучатель с часовыми минами. Угу. Дротикомет. Пневматический инструмент для стрельбы дротика. Мне бы какую-нибудь винтовку там, не знаю. Чтобы побыстрее там та-та-та-та-та-та-та. Внимание! Говорит директор Тейман. Ой, винтовку. Ну как вот это вот называлось оружие? А где они все орут? Вот это крики, конечно. О. Блять. Издеваешься, что ли? Чё, это не страшно? Ну это из-за меня, наверное, страшно. Я слишком что-то как-то привыкла. Ладно, все, пошли. Это лифт же? Ну какой этаж? А, он сам. Помогите, лифт сломался. Помоги, Айзек, что стоишь? Материться еще. Ну так, не я играю, вот и не страшно. Что стоишь? Ой, сидишь. Айзек! Айзек, сюда!
Кто ты? Это все лекарства, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память Не вернется. понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, берегись! А, ой. О, мне какой-то этот дали. О. Силовые эти. А если бы ты играла, ты бы боялась, да? А до этого тебе было страшно в первой части? Ужас. Надо идти, сейчас же. Как использовать? Если только резких моментов. А ну, резких я тоже боюсь. О! Это было дерево. Мама. Мама. Мама, это ты? Мама, это вы? Это вы, мама? Фристайло. Мака-мака-поу. Ни хрена себе у нее рот. Там кто-то стирается. Внимание! Сбой в работе силовых кабелей! Переключение кабелей! Подождите, пожалуйста! Ждите. Что, долго ждать? На, сука! На! Жопу помой. Ой, блядь, сука, тварь. Ладно. Использую, короче. Нет! Без меня уехали. Улетели. Вау. Это что? Это город? Ладно, хоть одеваются прилично, не то что в первый. Некроморфы, что ли?
Я никого не пущу! Я не открою эту дверь! И мне плевать на твой уровень, просто вы на твои приказы тоже плевать! Я вооружен! Не замочу тебя нахер, если попытаешься войти! Серьезно! Держись подальше от моей двери! Да нафиг ты мне нужен, блин? Не могу взять аптечку. Так, мне походу туда, да? История объединенной гильдии космопроходцев. Станция Титан. Покорение Луны. Часть 1 и 2. Концепция переработки целых планет появилась лишь спустя десятилетия после открытия теории единого поля, которая позволила человечеству управлять гравитонами с той же легкостью, что и электронами. С изобретением оборудования для широкомасштабного управления гравитонами для добывающих синдикатов открылся новый рынок. Однако никто не мог предсказать, какие последствия может вызывать выемка целой планеты и Солнечной системы, а другие системы оставались для недоступными ввиду зачаточного состояния работ по строительству первого гипердвигателя. В качестве испытательного полигона был выбран спутник Сатурна – Титан. Он находился достаточно далеко от Земли, чтобы его разработка не представляла угрозы, и в то же время достаточно близко, чтобы обеспечить эффективную доставку оборудования и необходимых ресурсов. Привет! Как дела? А мы тут продолжаем кошмариться. Хорошо, что он автоматически нажимает, на какой этаж надо. Повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Обелиск. Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Сука. Зачем? Это Хватит мощная создавать инопланетная обелиск! технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башен Кассини. Дейна. Черт! Я хочу такой кулон теперь, обелиск. Блин, игра такая старая, но уже глава 2 идет. Когда успели на 2 главу перейти. А что, здесь такого нет, да, как в первой части? Типа через этот... Ребенок плачет, о боже мой. Может, на Алике будет? По-любому. Блять, ты тваря. Сука ты, блядь. Хорош. Блять, дверь открылась. А, нет. Интересно, а какой тут будет Басяныч? Охуеть! Да вообще, блин, не говори. Не то слово. Ха! Извини, да? Ты куда побежал, тварь? Что? А. Сзади как будто кто-то оказался. Да блин, ты издеваешься, что ли? Короче. Похер. Айзек.
Мне надо туда. А тут что? Чушь берите. Что такие огромные чемоданы, блин? Туда человек может поместиться. Да блядь! Что это? Костюм хакера? Что за костюм хакера, блин? Аптечка, прощай. Я не могу взять патроны. Это что за патроны? Да блин, иди в жопу своими дротиками. Я не буду это оружие покупать. Вы меня не заставите. Что лучше? Что это было? Что лучше? Аптечка или патроны? Ой. Ой, блядь, сука. А, тут как бы что-то было, это. Ну ладно, тогда вот так сделаем. А что-нибудь с них слетело там? Теперь, когда наступаешь, вылетает, да? Блять, ничего не помещается. Сделай нас, здесь становится темно. Как круто. Его теперь будет бывшая преследовать. Айзек такой меркантильный, в такой ситуации и о деньгах. Что такое? Деньги. Что это? Стазисная батарея. Нужна ли нам стазисная батарея, схема? Да ладно, короче, куда нам надо? А, куда оказывается? Нет, не превращай! Сука! Нет! Да ты гнида, нет! Блять, тварь! Не превращайся, гнида! Сука! Сказала не превращаться, блядь. Не в мою смену. Твари. Что такое? Я не могу взять. Глюки прогрессируют. Айзек, ты псих. Как ему сказали.
Хакер, блядь. Да, блядь, сука. Инженер хренов. Я с места не отойду. Следующая остановка А, блин, это шняга это. Ой, подавитесь своими дротиками вонючими. А, все, я могу идти вперед. Я у мамы хакер. Нет, интернет перезапустил. А, это же кислота. Точно, я вообще забыла, что это этот монстр. Вау! Прям погружение такое мощное. Ты чё? С ума сошел, что ли? Что он делает? Как он так идти? А, я должна поворачивать. А, да? А что делать, блин? А, что? Что, не подбирается, да? Делать? Не надо ни кнопки нажимать. Ой, блядь, сука. А что делать? Жесть. А чё так мало-то эффектов? Дейна, нужен новый маршрут. Что произошло? Я уж думала, мы тебя потеряли. Аварийная остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Не самый приятный маршрут, зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен.
Держись, я скоро свяжусь с тобой. Что это? Импульсная. О, а вот это мне надо. Только вот, чтобы выкинуть. Блин. Ладно, пока вот это выброшу. Вот это мне надо. Блин, там птичек мало осталось. Ой, да. Ай, вот все. Обычный рабочий день инженера. Так, куда мне сейчас идти надо? Что-то так быстро проходится игра. Ну, имеется в виду это. Такой прям экшен, я вообще офигею. Такой, наверное, последний раз я чувствовала, когда в колду играла, помните? Ну ладно, если что, мы купим эти аптечки, ничего страшного. Главное, нам сейчас схемы вот эти вот. Это новый монстр? Это что, ребенок? Ой, только не говорите, что тут дети. Ой, блядь. Гницкая. Гнида гницкая. Нет, да? Блядь, сука, ну я ж... Ну, блядь, я только что сказала, что я не хочу, чтобы были дети тут. Блядь, тварь! Ну почему дети? Я ненавижу детей. Ой, блядь. В очередь, дети, пожалуйста. Дети. Маленькие. Господи, почему вас так много? Почему их так много? Блядь. Ну и лицо. Айзек, ты еще жив? Не могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как там твои воспоминания? Мне возвращаются. Хорошие. Плохие тоже. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Я все время вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? И его. Все время вижу его лицо. Черт, меня нашли. Смешная нарезка детей. Видео. Ой, а сколько он там стоил-то? Я не посмотрела. Ой, сама от себя угораю. Это ты еще детей в Dying Light не видела, кстати, вон там они реально опасны. Это что такое? А это считается крутой костюм? Так, о! Да! Yes, of course. А у нас увеличился магазин? Ой, господи, инвентарь.
То, что мы вот костюм какой-то надели. И что этот костюм дает? Какой-то он такой себе. Ну, что-то такое. Ну, хотя мне дали это место в инвентаре. Что я там взяла? А я, наверное, это могу продать, да? Ну-ка, пойдем посмотрим. Я могу это продать? Что-то мне этот костюм не очень нравится. Ну ладно, пусть будет. Что теперь сделаешь? Там же не поменяешь никак. А, можно? 10 ячеек рюкзака и 5% брони. А вот это сколько было? Я что-то там не заметила даже. А, во, я могу его продать. Точно. Так, а на них какие были патроны? На них же не такие были патроны, там было по-другому. Хай! Хай! Там же было как-то по-другому, какие-то были патроны, да? Как это, как расческа такая были патроны. Есть же расческа такая круглая, полукруглая такая. Патроны как расческа. Ну, что-то тут таких я пока не увидела. Смотрите-ка. А тут сколько ячеек у нас? 6, 12, 13, 14. А, ну тут побольше, конечно. Ну да, там мало как-то. Ой, блин. Там маловато. Бедные дети. Где мы еще будем так над детьми, да? Топтать детей. Так, мне туда. Хорошо. Уже 3 глава. Так, сколько здесь глав? Чё так быстро? Сколько глав? 15. Мы уже на 3. Ой, я не сохранилась, да? Я не сохранилась. А чё 2 глава такая короткая? Что в игре, что в жизни. Тут верстака нет, да? А там что? Ага, тут у нас денежка, оказывается. Ну все, бежим. Такие вот мы крутые. Хакеры. Поднимаемся. Ой, что так быстро? Обычно так долго бывает. Ой, как светло. Ух ты. Прикольно. Это что такое? Это какой-то VR-мир? Дейна, тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Строй. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек, держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Ладно, понял. История объединенной гильдии. Титан, часть 2. Так.
космопроходцев. Станция Титан. Покорение Луны. Часть 2. Для изучения сейсмической активности спутника и подготовки к разработке ресурсов на Титане была основана обширная колония. Орбитальная платформа, с борта которой проводились все операции на спутнике, по праву может считаться первым прототипом планетарного потрошителя. Титан был успешно выпотрошен и переработан с небольшим отставанием от графика. Успех был крайне положительно встречен на Земле, население которое искренне полагало, что вымирание человечества из-за нехватки ресурсов неминуемо. Титан был практически полностью переработан, нетронутым остался лишь небольшой участок, на котором была расположена колония, однако именно он лег в основу эры планетарных потрошителей. Увеличившееся в своих размерах поселение превратилось в важный исследовательский центр, а с появлением гипердвигателя в точку отправки для всех добывающих операций вне границ нашей системы. Колония вскоре получила неофициальное название Мегалополис, которое используется и по сей день. Я опять не туда нажала. Понятно? Блин, не заметила, что значок с другого канала тут отображается. Какого другого канала? Какой другой канал? Ой, что это? Levitations. О, обелиск. А мне что, куда? А, туда. Вот. Ну мы еще тут посмотрим, что тут еще есть. Говорит директор Тейман. Общая тревога по станции. В соответствии с гражданским кодексом станции Титан я ввожу военное положение. Всем гражданским немедленно эвакуироваться. За мародерство расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Так, ну все, вроде ничего такого больше. Что-то как будто это... ППС у меня это... У вас вроде все плавно. Опять читать. По пути Альтмана. Обращение к последователям Майкла Альмана. Дети обелиска. Чаша нашего терпения переполнена. Комитет не прекращает своих подлых атак, грубо нарушая наше право молиться так, как мы считаем нужным. Продолжительность служб в нашей церкви была урезана, пожарная охрана ограничила число прихожан, присутствующих на молебнах. Нас заставили выпрашивать разрешение для распространения религиозной литературы. Все это плохо, скрытые попытки заглушить правду, нашу правду, и попытки совершенно безуспешные, нечестивый, недальновидный, безответственный и безнадежный путь, которым пытается вести нас комитет, оканчивается тупиком, из которого может вывести лишь юнитология, тупиком, который некогда предводитель Альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету. Приготовьтесь, братья и сестры, воссоединение грядет. Я что, опять какой-то Outlast 2 читаю, что ли, блин? Блин, опять S нажимаю. Какой? СКС вчера еще включила. Чё? Непонятно. Опять эта вонючая шняга. Ну, хоть не 3 раза. Дейна, я думал, ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Мне не нравится, как озвучена девушка.
Я не знаю, что страшнее, вот это или некроморфы, блин. Опять читать! Вербовка. Церковь юнитологии станции Титан. Отчет о вербовке Перегиба. Приближенный десятинный статус полная доля. За последние несколько недель объем наших вербовочных операций значительно снизился. Безусловно, это результат клеветнических кампаний и комитета, который выставляет нас в прессе в качестве авантюристов и бунтовщиков. Регенты церквей Венерианского Вейпорта и обсерватории Гелиопаузы намерены сделать заявление в конце этой недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены отделу по связям с общественностью. К сожалению, увольнения среди сотрудников СС негативно отражаются на наших целях, и по сравнению с прошлым годом недобор составляет около 30%. Гиба. Конец сообщения. Да блин, опять не туда нажимаю. Ты просто ревнуешь? Кому? А, все, я поняла. Я думаю, чё, кого? Дети! Дети, успокойтесь! Дети, успокойтесь! Я... Еще в них попасть, блин, трудно так. Спасибо. О, вот. Вот они, эти патроны. Во, как расческа. Я не могу. Ровнее спинку. Ой, извините. Хреновая я Да не, я просто смысл потеряла. Мы же там, походу, о чем-то разговаривали, а я уже там о своем чем-то думала. Вот она, это патроны, как расческа. Ой, не могу. Да нет, не считай! Успела. Сука. Ой. Не то хотела взять. Хотела обелиск взять. Так. Да? Ага. Сейчас. Как хорошо, когда все помещается. Цветы жизни. Сейчас вот что-то будет по-любому. Вот сейчас что-то должно быть. Ну что-то должно быть же. Ну когда-нибудь точно что-то будет. Что сидишь? И стреляйте в них. Инесс, снимая лезвие с мертвецов, снова пускай. Стреляю в них, увы, я истекаю кровью. Чё? Не ту кнопку нажимаю. Увы, я истекаю кровью. Надеюсь, это вам поможет. Ну, типа клешнями, да, ихними же. Егоными же клешнями. А это что такое?
Ой, здравствуйте. Кто это? Это что-то... Мама. Не хотела бы я туда попасть. У нас только один. Так, ну ладно. Что нам надо? Сначала сохраняемся. Потом делаем все остальное. Так, ну все. Камера уплотнения мусора 752 переведена в режим диагностики. Поршень пресса отключен. Только для уполномоченного персонала. Теперь можно войти в камеру. Точно? Я точно смогу туда войти? Так и знал. Да, вот сука! Не попали. Мясо. Мне теперь все время хочется на них наступать, потому что с них потом что-то выпадает. Зона невесомости? Зона невесомости. Зона жаповости. А чё, куда? Ой, Аня. Ой, 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 что такое? Что происходит? Почему я летаю? Чё? Кого? Что? Уа! 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 Как встать на землю обратно? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Вау. Мне надо... Интересно, я не сдохну? Прикольно. Как будто в GTA играю. Лучше это, буду обходить эту шнягу. Мало ли чё.
И что, мне вот так идти? Хрена себе, блин, вот это технология. Ничего не вижу. Блять. Ты можешь нормально выйти. Спокойно. Так, силовой замок тут надо. У меня, кстати, был. Вау. Сколько добра. Это что? Что-то. Эй. Да блин. Так, все, да? Больше ничего нет. Я же, кстати, я совсем забыла про вот это. Это если, короче, какой-нибудь огромный дядя будет. Так, это у нас не работает. Ну, сейчас, наверное, заработает. Используйте кинезис, чтобы двигать и вынимать батареи. Всё понятно. Зайди нормально, да. Но подзаряжается быстро, конечно. Здравствуйте. Все. Что это такое, блин? Блять, эти штуки. Как я по вам скучала. Опять читать. Что много записек. Салли 3. Текстовое сообщение. В общем, Мэрион — это Салли. Ты найдешь это сообщение, когда придешь за моими оставшимися вещами. Я старалась ничего не забыть, но вокруг происходят удивительные дела. Перерождение случится очень скоро, как они и обещали. Это особый случай, выпадающий раз в жизни. Вернее, раз за миллион жизней. Это как в этом, в Сома, когда им говорили, когда, типа, тоже начнется новая жизнь и так далее. Ага, конечно. Просто их весь разум просто скопировали и переместили там в какого-то робота или просто на флешку, а сами они просто, те, кто вот оригиналы, они просто сдохли и все. А жили их копии. Ну, конечно, тут ничего такого похожего нет, но что-то такое немножко, что-то есть все равно. Типа перерождение якобы, как будто бы тоже людей там только так всяко разно обманули. Про какой-то там ковчег им говорили постоянно, вот то, что вот ковчег, вот новая вот эта вот жизнь. А в итоге что? В итоге-то просто как люди стали какой-то флешкой на харде. Как память просто на харде. Какие-то мегабайты просто превратились люди.
Это особый случай, выпадающий раз в жизни, вернее, раз за миллион жизней. Они говорят, что мы готовились к этому событию еще до того, как стали людьми. Представляешь, насколько особенными мы себя чувствуем? Мы те, кто увидит все своими глазами. Я так взволнована, что у меня мурашки идут по коже. Меня даже знобит. Все, мне пора. Церемония начнется через полчаса, и я не хочу опаздывать. Пока, сестренка, люблю тебя всем сердцем. Приходи, присоединяйся к нам. Все, пока, Салли. Да, блядь. Салли, Крамсалли. Спасибо за деньги. Пипец вообще. Блять, схватит. Зовут Айзек. Самоликвидация, да? Денежки. Очень много денежек. Ты не Николь. Николь умерла. Тебя здесь нет. Да, молодец, Айзек, правильно. Николь больше нет. Блин, серьезно, это же Симса. Блять. Они что, текстуры Sims собрали, что ли? Ну вот Electronic Arts, конечно, вообще. Ну, конечно. Это этот... В Sims 2, короче, есть такая игрушка-ракета. Прям вот точь-точь такая же. Хотя это 2009, ой, 2011, Sims 3 вышел в 2009, может быть, это, наверное, Sims 3 еще, скорее всего. Я, конечно, не знаю, не помню точнее, есть ли там такая люлька, но вот то, что вот такая вот ракета там точно есть. Не знаю. Так, ладно. Если нам туда, мы, конечно же, идем сюда сначала. Тут что-нибудь будет страшное? Дэйн, солдаты Тейтмана меня нашли. Они летают со мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел, поспеши! Короче, сейчас вот мы дойдем до этого, и потом я буду заканчивать. Ой. Мне так нравится вот так делать теперь. Короче, здесь уже не Ишимура, а город целый, да? А здесь будет Ишимура? Хотя, зачем нам снова туда, да? Мы же только оттуда выбрались.
Та-ти-та-ти-та-там. Сколько мы уже сидим? 2 часа. Нормально. А, это просто этот. Тут сейчас будет босс. Нет, сука, нет, нет. А я, блядь, сука. Ой, деньги. Деньги кинула. Ау. Ау, ау, ау. Ау, ау, ау. Скат. Или как-то. Что это, Ишимура? Да, это Ишимура. Дротики. Тема получена. Ну почему я все время на этот нажимаю? Не на другую кнопку. Так, вроде все. Господи, что это? В 2214 году геофизик по имени Майкл Альтман совершил открытие, которое изменило мир. Глубоко на дне кратера, возле полуострова Юкатан, он обнаружил священное неземное чудо – обелиск. Обелиск обратился к Альтману и открыл ему план, согласно которому все человечество объединится, чтобы достичь нового светлого будущего. Да, конечно. После того, как Майкл Альтман объявил о своей находке, люди стали стекаться к нему миллионами, чтобы узнать об обелиске и об обещанном единстве. Однако были те, кто в посланиях Альтмана усмотрел угрозу. В 2215 году, 15 марта, Майкл Альтман был убит, став первым мучеником нашей церкви. Иисус. Последователи Альтмана глубоко скорбили об этой утрате, однако нашли утешение в обещанном им единстве. Они не могли допустить, чтобы правда была скрыта, и основали церковь юнитологии, которая распространила по миру свет откровений. Я вот одно понять не могу. А почему вот... Просто я по мультику сужу. А почему, когда вот та девушка, она зашла к обелиску, она была рядом с обелиском, вокруг него была какая-то вот такая, это, как защитная аура или что, или как-то это невидимая. И к нему вот эти некроморфы, они не могли подойти. Они чисто вот так вокруг окружили и не могли подойти к нему. Почему? Я вот это понять не могу. Они что, боятся обелиск, вот эти монстры, некроморфы? А вообще откуда вот эти, которые скаты вот эти появляются? Это что это вообще? Что-то я вот это вот потеряла какую-то Сегодня церковь мысль. юнитологии можно встретить в любом уголке известной вселенной. Ее учение столь же сильно и актуально, как и во времена Альтмана.
Церковь насчитывает миллиарды последователей из самых разных социальных, культурных и экономических слоев. С каждым днем их становится больше. Церковь юнитологии станции «Титан», основанная небольшой группой верующих шахтеров, превратилась сегодня в центр нашей религии. Именно здесь располагается один из самых больших и прекрасных в Солнечной системе храмов, который часто служит местом проведения ежегодного симпозиума мистиков юнитологии. Пока мы ожидаем воссоединения, очень важно укрепить наши связи с обелиском, понять, какое будущее он для нас уготовил. Обелиск взывает ко всем нам, и наш долг — ответить этому зову чистотой сердца и открытостью разума. Да уж, такой ужас наворотили. Это Тейдман! Он нашел тебя! В церковь, быстро! Дейна, церковь юнитологии? Но почему сюда? Это одно из немногих мест на станции «Титан», куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дейна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек! Мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Используйте чего? Локатором, чтобы найти место сохранения и так далее. Что это за кнопка такая? Эльбанема. Что это такое было? Вау. Вау. Добро пожаловать в церковь юнитологии станции «Титан». Мы искренне рады видеть вас в священных стенах этого центра света и надежды. Наши гиды с удовольствием расскажут о наших воззрениях и о том, насколько светлой и полной смысла может стать жизнь каждого человека. Естественно, этот тур вас ни к чему не обязывает. Пожалуйста, не отставайте от своих гидов. Вскоре к вам подойдет один из них. И сейчас такой некроморф. Да уж. Вот это да. Вот это да, блин, секта какая-то. Куда я попал? Гиды. Внимание всем гидам. Следите за тем, чтобы посетители постоянно находились в поле вашего зрения. Посторонним лицам вход в центры посвящения строго запрещен. Помните, вы луч света для тех, кто блуждает во тьме. Так, тут закрыто. Здравствуйте. Добро пожаловать в магазин подарков церкви юнитологии. Выберите для ваших избранных особый сувенир, который расскажет им, что сегодня вы посещали храм Альтмана. Обратите внимание на кулоны в форме обелиска, сделанные из фрагментов самого Титана. Хвала Альтману. Я хочу такой обелиск. Точка. Магазин. Верстак. Все там находится. А тут что? Сори, за капс не заметил. А тут закрыто. За этой дверью расположен читальный зал. Помещение, где верующие там похоронное отдыхают и крыло. медитируют над учениями церкви.
Айзек, я знаю, ты видишь символы тоже. Они что-то значат. Да, я вижу символы. Мы для них угроза. Я знаю. Мы должны действовать вместе. Мне это рожа, блин, Действовать смешит. вместе. Кто они? Меня кровь Деймон? сносит. Строс. Давно это. Строс, отвечай же. Мне эта рожа так смешит. Так этот рыбьим глазом. Да, блин, сколько можно уже читать? Два истока. Слияние двух истоков. Из откровений нашего спасителя Майкла Альтмана мы знаем, что все формы жизни во Вселенной тесно взаимосвязаны. В конечном итоге все сольется воедино. Будет только один разум, одно тело, один голос. Переплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением. Мы же, в свою очередь, воплощаем созданный им образ, переплетая руки и складывая пальцы вместе. Этим священным церемониальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все наши церемонии, обыденные и особенные. Амена. Приветствовали. Я так и знала, что тут кто-нибудь будет. О, здравствуйте. Еще и покупать это надо. Дерьмо какое-то. Мы же ничего такого больше не находили, да? Дротики, блин. Так, все, вроде бы. Блин, там, наверное, мест нет уже, да? А, только 2 места осталось. Ладно, пусть аптечки будут. Я уж думала, мы 3-ю главу прошли. Я тут слушал? Да, слушаю. По сообщениям из собора, во время прошлой воскресной службы у них были отмечены сразу 2 декомпрессионных скачка. Первый серьезным не назовешь, он всего лишь задул несколько свечей, чем даже добавил нотку драматизма в проповедь пастора О'Брайена. А вот второй жестко хлестнул по барабанным перепонкам прихожан. Некоторых пришлось даже отправить в больницу. Это было уже не кстати. Добро пожаловать в зал единения. В этой удивительной библиотеке собраны копии священных текстов церкви.
Наши ученые часто собираются здесь, пытаясь познать великие тайны черного обелиска. Обратите внимание на замысловатые узоры витражей, отлитых из просеянного вручную песка титана. Превращает еще тварь. Чуть не превратилась. Да чё опять-то? Где? А, там снизу, наверное, блин. Боже мой, что делать мне? Помогите! Да, блядь, штука. Да чего вы так много превратили, блин? План выполняете, что ли? Не слишком громко было? Ну, ваши... А, это все эти. Ну, конечно. Так, все, да, вроде. Угу. Добро пожаловать на посвящение. В настоящий момент идет церковная служба, и вам придется подождать появления сопровождающего. Посвящение Я так и понял, это что радостное это добровольцы. и приятное событие. Первый шаг к великому единению, которым является юнитология. Ой. Чё? Ничего не поняла. А, это круг мы делаем. Чё там кто-то шевелится? Когда-нибудь чувствовали, что вам предназначено быть частью чего-то большего? Тогда обратитесь к юнитологии. Основанная 200 лет назад нашим спасителем Майклом Альтманом, юнитология исповедует, что однажды все человечество объединится благодаря силе священного артефакта, известного как обелиск. Мы называем этот процесс воссоединением. Представьте, все человечество будет едино. Одна цель, один разум, одна душа. Нет войн, страха и ненависти. Идеальный мир. Отбросьте все сомнения. Воссоединение грядет, а юнитология приближает его. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам предназначено быть счастьем?
Результаты отборочного теста. Фаза 1. Кандидат Кейси Миллем. Стремление к социальной интеграции высокое, покорность низкая, доверчивость низкая, толерантность к неопределенности высокая, разочарование в обществе низкое, идеализм высокий, восприимчивость к состоянию транса низкая, уверенность в своих силах высокая, стремление к духовному развитию низкое, подверженность к пропаганде высокая. Скорее всего, объект достаточно скоро оставит церковь. Возможно, он покинет систему сразу же после обязательной выплаты десятины во время ритуала посвящения. Мы должны положительно относиться ко всем его дальнейшим действиям в интересах церкви, но нам не стоит рассматривать его как источник прибыли в будущем. Заткнись, баба! Ой, извиняюсь. Так. И что это? А? А! Да, блядь, сука. Ёбаная дверь, блин. А чё? А как? А чё-то я не поняла. Ой. Ой, дура. А чё? А как? Я что-то понять не могу. А как я выйду? Шняга, шняжная. Что такое? Да, успокойтесь, блядь. Мне так холодно, Айзек, и так больно. Куда ты бежишь? От боли невозможно убегать вечно. Очень скоро ты начнешь умолять, чтобы все закончилось. Ой, господи. О, уже 4-й. Так быстро. За сколько игра проходится, а? Что это? О! Нет, это нам надо. Это нам надо. Так. Нет. А чего их там несколько? А, вот это можно выбросить. Ура! У нас есть костюм. Это что? Это что? А, блин. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. По-любому, по-любому. Что-то должно быть.
Нет! Странно. Ой, что такое? Ой, не могу. Идиот. Дурак. Так, задача. Магазин, верстак, точка. Что за точка? А, нам туда. А я думала сюда. А это что? Зачем это? И кто-то приехал. Так, понятно. Мы можем в магазин сходить, кстати. А мы тут были? Да, мы оттуда вышли. Сейчас мы можем вернуться, в принципе, в магазин сходить. Пойдемте в магазин сходим. Так, всё. Новый костюм. Ну, давай. Красавица. Снимите это немедленно. Все. Так. Что еще тут не надо? Да вроде все надо. Силовые узлы стоят. Угу. Куплю, короче. Что там нам надо прокачать? Урон в воздух. Еще чуть-чуть. Не устали?
Кстати, сколько там? Понятно. Так. Так, тут мы были. Деньги, 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 деньги. Так. А что толку вообще от этого костюма, если у меня не увеличился магазин? Я такой охранник смешной. Что за булькающие звуки? Как будто что-то вылупилось. Вкусно. Дейна, я заперт. В церкви что-то есть. Оно сломало дверь. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. Поторопись. У нас сейчас котлетки. С макарошками. Нет, с пюрешкой. И поторопись. Это что такое? Что за птица? Птица-говорун отличается. Какой? Айзек, боюсь, у меня не получится. Не сейчас. В жопу тебе. Засуну. Водичка. Ща. Ой, блядь. А да ты чё, тварь? Гнида. Дейна, ты там? Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, важно, чтобы ты не... Нет, комитет не может глушить нас здесь. Только не здесь. Дейна, важно, чтобы я не что... Дейна, блин, как говорят же не Ада, а Эйда. Мне так это бесит. Так, ладно, водичка.
Список друзей. Прозрачный. Ой, серый. Ой. Так, там в субтитрах вообще написано Диана. А чё? Принцессу Диану называли Дейна? Принцесса Дейна. Даяна, Дана, блин. Всяко разно. То так, то так. Все, водичку я попил. Сейчас вот это, короче, пройдем и все. Просто там что-то главы так начинаются. Я думала, главы будут как в первой части, типа вот так пафосно. Вот это вот все. А тут вообще даже непонятно, какая глава началась, какая чё кого. Ну как-то, ну чё-то, ну. Инженер. О, боже мой. Что за херня, блин? Там обелиск, да? Добро пожаловать в Базилику. В этом невероятно прекрасном зале начинаются многие из наших церемоний. Архитектура зала исполнена символизма, а витражи отлиты из песка давно потерянного спутника Юпитера Ио, что делает их поистине бесценными. Наслаждайтесь атмосферой любви и света этой комнаты, как и многие побывавшие здесь до вас. А за шо? Там, наверное, эти большие, да, использовались. Блин. Надо было вручную использовать аптечку. Внимание! Пожалуйста, соблюдайте тишину во время проведения похоронных ритуалов в церкви. Использование фотовспышек и оборудования для голографической съемки в церкви запрещено. Благодарим за понимание. Почему? Ой.
нельзя, блин. Why? Да ты чё? Да бля! Папатита, папатита. Папатита, папатита. Папатита, папатита. Папатита. Они идут быстрее, быстрее. Они идут. Быстрее, быстрее, быстрее. Никто не звонит, песенки не поют. Чё это так как-то Ой. Ну, А, вот пишется, оказывается, блядь. Глава 5. Я как-то вообще не замечала, что там что-то в углу пишется. А еще можно было как-то так очевидно показывать, что это там глава меняется. Ну, капец, блин. Ой, не могу, ну вы меня рассмешнили, конечно. Ну все, вот на этом мы и закончим. На вот этой главе, пожалуй. Где, как выход нажать? Блин. Ладно. А вот и пришел главный некроморф. Малыш Аморф. Я вообще не видела, что там, оказывается, и надпись появляется, когда глава меняется. Ой, господи. Так, надеюсь, все там сохранилось, ничего не сломается. Так, ну все, вот такие вот дела. Ну, в принципе, мне понравилась вторая часть. Классно. Пуфыстик. Да, пуфыстик. Норм проходим. Пока что еще не прошли. Ну а так, да, уже до 5 главы дошли. А там так-то уже 15 глав. Что-то, мне кажется, наверное, мы быстро пройдем эту игру. Хотя там, смотря какие боссы будут, да? Пожалуйста. Спасибо, что пришли, что посидели со мной. Спасибо тем, кто посмотрит. Наверное, надеюсь, посмотрит кто-нибудь повтор. Точнее, не повтор, а запись. Запись этого стрима. Продолжим, наверное, завтра, потому что завтра я буду работать недолго. Вот. В принципе, смогу стримить. Что-то мне так кажется, что мы быстро пройдем вторую часть. Да, первая, конечно, была очень страшная, потому что я играла ее в первый раз, а потом уже привыкла, а вторая часть уже как-то